эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлундана Йортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня две информации, обе информации на медицинскую тему, и они связаны с поручениями, которые на встречах вы, уважаемые жители республики, мне дали. Первое, это в Уссыльму мы закупили 2 стоматологические установки. Это было поручение на встречах с жителями Уссыльмского района, поскольку старые стоматологические установки пришли в полную негодность, и люди были вынуждены ездить на лечение в Ухту и в Сыктывкар. Запущены 2 установки в работу, пропускная способность их достаточно высокая, 20 человек в смену. Установки мы закупили за счет республиканского бюджета, около 3 миллионов рублей затрачено на это, но совершенно точно тот эффект от лечения, от комфорта, который сегодня уссыльмцы получают на месте, проводя стоматологические все процедуры, точно того стоит. И вторая новость, это также я, когда встречался на муниципалитетах, особенно в удаленных населенных пунктах, речь шла о том, что люди не могут сдать тест на ковид, потому что это связано с большим просто расстоянием, с невозможностью вовремя отправить материал и так далее. Поэтому я тоже тогда взял этот вопрос в проработку, и мы приобрели экспресс-тесты. Экспресс-тесты позволяют в течение 30 минут на месте, не нужно его никуда отправлять, фельдшеру, для этого тоже не нужно никаких дополнительных знаний по лабораторной диагностике. На месте в ФАПе или в участковой больнице провести такое тестирование и получить ответ, болен человек ковидом или нет. Мы закупили 80 тысяч таких экспресс-тестов, и в первую очередь именно для всех удаленных населенных пунктах распределили в 15 муниципалитетов. Естественно, крупные города, где у нас либо лаборатории есть, либо где выстроена схема доставки, мы, естественно, эти экспресс-тесты не используем. Но все 15 муниципалитетов эти экспресс-тесты получили. Поэтому на сегодняшний день мы тоже имеем очень эффективную и быструю диагностику на ковид, а это сегодня и всегда очень важно, и сейчас, потому что чем быстрее будет поставлен диагноз, и в случае тяжелого течения, как можно быстрее госпитализации и лечения. Удовольствие достаточно дорогое, 20 миллионов рублей мы потратили из бюджета на экспресс-тесты, но точно считаем, что это тоже деньги, вложенные в здоровье. Поэтому в этом смысле они точно совершенно окупятся. По эпидемиологии. Сегодня за сутки мы опять выросли. Это, в общем, не очень хорошая история. Мы начали рост. И я, как вчера говорил, к сожалению, он, видимо, у нас затянется, с учетом особенно ожидания прихода омикрон, новой вирусной итерации омикрона. Конечно, это, в общем, такая достаточно сложная тенденция к увеличению. Итак, 83 случая, вчера, напомню, было 77, среди 83 у нас 17 человек привитых, все они в легкой форме переносят заболевания. По койкам мы несколько сократили койки, у нас на сегодняшний день 1243 койки развернуто, занято 750, вчера было больше, 773. Пока это не тенденция, пока просто фиксируем о том, что сегодня вот у нас меньше коечный фонд занят, чем вчера. По привитым у нас полностью завершили вакцинацию 379 480 человек.
Ревакцинировались 58 315 человек. Вакцин у нас более чем достаточно, более 150 тысяч доз. И по умершим. По умершим у нас сегодня 7 человек умерших от ковида, при этом вот уже который день я говорю вам, что среди умерших не было ни одного вакцинированного. Это говорит о том, что, конечно, вакцинация сегодня сберегает, если не от заболевания, то от тяжелого летального исхода точно совершенно. Поэтому, уважаемые жители республики, конечно, снова и снова призываю вас вакцинироваться, тем более, что я повторяю, у нас 1 февраля истекает срок последней отсрочки недопуска к работе тех, кто у нас в декретированных группах не вакцинировался. Поэтому, пожалуйста, используйте оставшееся время для того, чтобы вакцинироваться. На сегодня это вся информация. Берегите себя. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.